в одной, ну даже, скажем так, в Мекке есть мечеть, называется Султан. Но мы к ней, Аллах еще вернемся. Застройщик этой мечети в свое время рассказывал, он сам проживает в Мекке, чтобы открыть бизнес, он приехал в Германию. Приехал в Германию, значит, и начал ходить, он хотел быть представителем какой-то фирмы, и начал ходить по кабинетам, по разным фирмам. Видать, они в одном здании находились. И никто его не принимал. И когда пришло время намаза, он пошел читать намаз. Спросил там у службы безопасности, где у вас здесь место почитать намаз, и начал читать намаз. После намаза он обнаруживает, поворачивается, смотрит, что руководители главных фирм стоят возле него и смотрят на него. После этого они его приглашают, заключают с ним договора, у этого уже немножко нервы шарят. И он задает вопрос, почему, говорит, когда я ходил к вам, вы, говорит, меня не принимали? Столько я к вам ходил, столько времени потратил. Они говорят, что когда мы увидели, что после того, как вы приехали сюда быть представителем нашим, мы увидели, что вы, когда пришло время намаза, забыли про это и начали читать намаз, мы поняли, что вы человек принципа. И поэтому решили с вами иметь дело. Потом он стал миллионером, там, миллиардером и так далее. Но Аллах сам, мы к этому вернемся. Аллах, субхану ва тааля, обратите внимание, сам привел этих людей к кому? К нему. Аллах сам привел этих людей к нему. Мы часто, люди, гонимся за тем, что создано для нас. И забываем гнаться за тем, для чего мы созданы. Аллах субхану ва говорит, «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, ва ма халактул джинна валь инса илля лиябудун». Не созданы люди и джинны ни для чего, кроме как только для того, чтобы поклоняться. Вот мы для чего созданы. А дальше Аллах продолжает, вы это знаете. «Ма уриду минхум мин ризк, ва ма уриду ан ют'имун». Я не желаю от них пропитания, я не желаю, чтобы они меня кормили. Инна Аллаха варрасак. Здесь усиление идет. Инна Аллаха, воистину Аллах. Он мог сказать, инна Аллаха разак, то есть, что Аллах дающий пропитание, но Аллах подчеркивает. Инна Аллаха, воистину Аллах. Он дающий пропитание. Он. Аллах показал, что мы должны гнаться за тем, для чего созданы, потому что то, что создано для нас, оно к нам придет в любом случае. А почему так происходит? Происходит потому, что мы иногда пытаемся логично все понять. Например, в отношении пропитания. Мы думаем, что вот больше будешь стараться вот в этом направлении, даже если не будешь поклоняться, читать намаз, раз много делаешь, значит должно быть больше. Значит, результат должен быть идеально лучше, чем у того, который делает меньше. Но так ли это? Давайте посмотрим на логику вообще. С точки зрения ислама, в праве, скажем, право посмотрим сначала. Согласно логике, когда мы ходим, вот когда одеваем кожаный щиток, мы должны протирать снизу, логично-то. Мы же ходим по земле. Но когда мы делаем массу, протираем ноги, мы же протираем сверху, вот так, правильно же? Логике не подлежит. Месяц Рамадан, с медицинской точки зрения, пост месяц Рамадан, он должен быть вредным. Потому что с медицинской точки зрения все равно человек должен, когда голодает, хотя бы пить должен, а мы же не пьем с рассвета до заката. Она должна быть вредной. То есть держание поста Рамадан должно быть вредным. Но нету не только вреда, но и в ней и польза. Есть польза. Зам-зам. Источник зам-зам преобразуется с 3 родников. И если хотя бы одного родника не будет, это уже будет не зам-зам. Содержание нитратов и некоторых других вредных веществ, скажем, условно говоря, которые вредят нам людям, преобладает в несколько раз, чем обычная вода. По сути, пьющий зам-зам должен умереть с точки зрения медицины. Или, по крайней мере, должно быть плохо. Но нет, не только плохо не становится. Становится лучше как с физической, так и с духовной точки зрения. Опять логика не работает. Получается, не все логично. В отношении пропитания люди думают, что если имущество приходит, о, много имущества, значит, что это хорошо, значит, я на правильном пути, значит, что у меня, как говорят, ништяк. А у того, у которого уходит имущество, плохо.
Вот парень нормально же жил, был миллионером, миллиардером был, принял ислам, и все полетело у него. Сейчас вот ездит на копейки, а денег сейчас нету. Ну, плохо. Разве любит его Аллах? Логически рассуждаем. А давайте посмотрим через призму религии. И иногда богатство бывает наказанием. Потому что если человек богатеет и при этом не приближается к Аллаху в виде поклонений, это страшно. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, оповещает: если вы видите раба, Аллах дает ему то, что он хочет, но он в заблуждении, знайте, что это отдаление от Аллаха. Человек покупает эту мирскую жизнь, продавая ахират. Но это же неразумно. Наша жизнь 60-70 лет, а там будет вечность. Вот и все. А человек, который приходит в ислам, у него начинается испытание с имуществом, Аллах Субхану ва Тааля его очищает. Либо его имущество очищает, либо его самого. Но взамен Аллах что делает? Приближает к себе. А разве есть большее богатство, чем это? Ведь сами, многие из вас, ездили в хадж, ездили в умру. Самый сладкий момент, понятно, что совершение поклонения, таваф и так далее, но как результат в сердце появляется что? Наслаждение в поклонении. В сердце появляется ощущение того, что эмоциональное и духовное, что Аллах близок. Дороже этого ничего нету. Потому что ценности совершенно другие становятся. По-другому смотришь на все. Вот оно. Поэтому не все логично. Когда мы говорим о пропитании, человек думает, что нужно побольше двигаться и так далее. Давайте посмотрим. Смотрите. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы уйти из Мекки в Медину, сколько причин сделал? Максимально. И в пещеры спрятался. И следы там убрали баранами, там стадо баран, да, и пошел по кругу, то есть по дороге, по которой никто не ходит, чтобы в Медину, то есть убежать, да. Столько причин было сделано, огромное количество. И в то же время Муса, алейхиссалям, берет посохом, только стукает, и раз море раздвинулось. Это говорит о том, что не всегда большое количество наших причин является причиной того, что у нас появится пропитание. Человек может иногда вообще не сделать никакие причины. Ну, минимально, скажем так. Просто попросил Аллаха, даже просто подумал в сердце, Аллах тебе дал. Тебе просто надо сказать: да, я согласен. И все. От величины причины не зависит. Это, конечно, не говорит о том, что не нужно делать причины. Надо делать причины, но в то же время нужно понимать, что Аллах, возможно, не по этой причине тебе даст. Возможно, потому что ты нам кому-то помог, 10 рублей дал, 100 рублей дал, и он помолился за тебя. Делая причину, мы должны понимать, что, возможно, не от этой причины будет результат. Потому что не всегда все логично. Мы с вами говорили, что есть религиозные причины, и есть духовные причины. Иногда все ограничивается духовными причинами. Иногда вообще просто подумай, что тебе Аллах Субхану дает. И в женитьбе, и в имуществе, и во всем остальном. Аллах Субхану говорит же: «Ваярзукху мин хайфу ла яхтасиб». И Аллах даст пропитание. Часто в Коране приводится, вот одна из них, это сура Талак. «Ваярзукху мин хайфу ла яхтасиб». И Аллах дает пропитание оттуда, откуда человек даже не может подумать. Он думает, что отсюда, а раз у меня отсюда пришло пропитание. Все в руках Аллаха Субхану. Поэтому не нужно зацикливаться на этом. Нужно помнить, что основная наша цель – это не бежать за тем, что создано для нас. Пропитание создано для нас. А бежать за тем, для чего мы созданы. Когда к одному ученому пришел человек и говорит: слушай, зерно повышается, У нас часто цены повышаются. Он говорит: клянусь Аллахом, для меня это не важно. Даже если одно зерно будет стоить как 1 дирхам золотой, для меня это не важно. Потому что Аллах Субхану ва Тааля обязал меня поклонением, а вопрос пропитания Он взял на себя. Он взял на себя вопрос пропитания. Кто может лучше, чем Аллах, позаботиться о нашем пропитании? Да никто. Никто абсолютно. Сомневаешься? Посиди в РКБ, в травматологии 15 минут. Я часто об этом говорю. Но сразу поймем мы, посидев там, просто вот сидишь, смотришь, а один заходит со сломанной ногой, другой с разбитой головой. Это же тоже отчасти пропитания, которое человек лишился, правильно же? Но что, они же не сами руки себе сломали, ноги и голову разбили. Нет, они не хотели этого. И в этот момент понимаешь, насколько ты слаб, насколько ты нуждаешься в Аллахе. Такая профилактика нужна. Без этого профилактики тяжело. Поэтому давайте с вами будем
Да, делать причины и для этого мира, и для следующего. Но при этом помни, что результат 100% от Аллаха. И откуда пройдет пропитание, известно только Аллаху. Только Аллаху. Обращаясь, спросить нужно у него. Результат зависит не всегда от количества усилий, потому что, опять же говорю, мы усердствуем в этом направлении, Аллах может дать совершенно другого направления. Причем под пропитанием мы подразумеваем все, чем живет человек. Все, чем живет человек. И деньги, и дом, и родители, и дети, и жены, и имущество, и поездка в Мекку, и возвращение. Все абсолютно, чем мы живем, и чувство, и знание, и любовь, все это подразумевается под пропитанием. И еще раз напомню, давайте будем гнаться не за тем, что создано для нас. Оно придет, но за тем, для чего мы созданы. А мы созданы поклоняться. И об этом мы всегда должны помнить. Это основная наша задача. Не отвлекаясь ни на какие моменты. И посмотрите, возвращаясь к нашему рассказу, что этот человек сделал в итоге. Тот факт, что он поставил во главе то, для чего он создан, а не то, для чего, что создано для него, обернулся тем, что когда он стал старым, я могу ошибиться в цифрах, но суть в том, что большие, огромные деньги, 90 миллионов или миллиард, не могу точно, но большая сумма, он собрал своих внуков, детей, и сказал, давайте половину я даю вам, а половину я строю мечеть, строю имущество вакф, так называемое, которое служит в исламе, и оно будет служить этой мечети и другим благотворительным проектам. И на сегодняшний день, построив эту мечеть Султан, он построил гостиницы, которые обслуживают и эту мечеть, и обслуживают колледжи медицинские. Причем в эти медицинские колледжи по блату не поступишь, потому что у него требования жесткие. Вот как результат, даже в его действиях появился баракат. И такие аналогии мы с вами видим, такие проекты. Они существуют, они есть, которые работают на благо мечети. И даже после смерти его, это будет служить кому? Ему, как награда. Поэтому дай Аллаху Субхану, чтобы мы с вами помнили об этом, что мы должны жить и стремиться и бегать за тем, что для чего мы созданы, но не за тем, что создано для нас. Субханак Аллаху бихамдик, ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.